Друзья, пусть неземное счастье наполнит вас. Вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». Давно я вам не снимал уроков варганной игры, приемов. Сегодня вот как раз продолжу тему игры на варгане. Помните, я говорил, что вот вы взяли варган, и очень интересно для вас сразу играть на нем. Играть, что идет, какие мелодии идут, какие звуки извлекать. И вот наступает момент, когда вы наигрались вдоволь варганом, когда вы извлекли все возможное, что вам приходило на ум. Вот, и вдруг вам захотелось нечто большего, чем просто извлекать звуки на варгане. Вот. Как вот быть дальше? Куда пойти? В каком направлении? Как развить свою игру на варгане? Ну, здесь есть как минимум 3 момента. Первый момент – научиться правильно дышать. То есть дыхание для варгана – это очень важно. Научиться дышать ровно, без рывков, без рваных отрезков. То есть это такой плавный такой ветер, который идет из ваших уст, вырывается и плавно освобождается из вашего ротовой полости и выходит наружу. Вот. Это один вариант звучания. При этом должно быть у вас дыхание брюшное. Так же, как при горловом пении, для варгана важно, чтобы ваше дыхание было брюшным. Поскольку вот и в предыдущей теме я поднимал вопрос о связи горлового пения и варгана, и говорил, что кто занимается горловым пением, тот развивает свою игру на варгане и очень быстро осваивает варган. Поэтому приемы горлового пения, тренировки горлового пения, они могут быть использованы и для игры на варгане. Вот. Значит, дыхание. Осваивать брюшное дыхание. Второй момент какой? Ну, поскольку варган связан с нашим языком, с нашей речью, и, по сути, каждая буква звучит. Каждая буква – это так называемая фонема, которая озвучивается. Она неделимая. Вот. И из этих фонем составляются слоги, а из слог составляются слова. И вот, можно сказать, неделимая фонема, каждая буква, она как-то звучит. Поэтому что можно здесь предпринять? Научиться извлекать разные звуки, фонемы из нашего языка. Значит, я вам предлагаю просто вот прям выписать на листочек, допустим, весь алфавит. Да? В алфавите есть гласные фонемы, согласные фонемы. Вот, и научиться извлекать эти звуки. Сначала фонемы неделимые, то есть те, которые озвучивают определенные буквы, потом эти фонемы складывать в слоги, а слоги из слогов образовывать слова. И все это может быть озвучено с помощью вибрации варгана, и все это будет звучать и очень разнообразить вашу игру. Это так называемый исполнительский прием, это палитра вашего исполнительского варганного искусства. Вот такой вот момент. То есть вы, скажем, выписали определенные фонемы и можете их озвучивать. Ну, для начала взять, допустим, гласные там А, Е, Ё, И, О, У, Ю, Я, И. При этом получается, что вот самый высокий звук, самый высокий тон, который вы можете издать, это тон соответствует фонеме буквы И.
Вот. Самый, допустим, низкий тон соответствует фонеме букве О. И можно выставить прям некую лестницу восходящих звуков или лестницу нисходящих звуков. Играя на варгане и артикулируя вот эти звуки перечисленные. Допустим. При этом я эти фонемы не озвучиваю, я просто артикуляцией выражаю безмолвно вот данные фонемы, а озвучивает их вибрация варгана в зависимости от того, в какой позиции находится вот, инструмент мой артикуляционный. Ну, там, губы, язык, положение гортани. Все это изменение вот этих вот параметров будет отражаться на извлекаемом звуке. Он будет менять свой тембр, он будет менять свою высоту, будут появляться разные обертона. Вот. И это все такая своеобразная звуковая палитра ваша. И вы можете найти вот те фонемы, которые будут звучать наиболее ярко, и сочетание фонем, то есть да, слоги сочетания из двух фонем неделимых, вы можете найти те вот сочетания букв, которые наиболее ярко будут звучать. Ну, например, допустим. Вот, и так пройти по всем фонемам, это такой, знаете, элемент исследовательский. Вы постигаете, исследуете возможности своего артикуляционного аппарата и возможности звукоизвлечения на варгане. Это очень интересно, это элемент познания себя, познания варгана, познания своих возможностей, познания своих способностей. Найденные вами, так сказать, интересные звуки, сочетания вот, звуков, фонемы, сочетания фонем вы можете прям себе отметить, выписать. И вот во время, скажем, занятий игрой на варгане вы можете использовать вот свои вот эти вот находки для того, чтобы из них составлять определенные музыкальные фразы или даже слова. То есть варган, он очень четко реагирует на изменения артикуляции. Наш артикуляционный аппарат, он способен передать очень много разных оттенков. Вот. А когда вы еще находитесь в состоянии вдохновения, озарения, когда вы полны духом, когда дух переполняет вас и выплескивается наружу в тех звуках, в тех обертонах, которые вы извлекаете, это придает игре особое звучание, особую красоту. Это все украшает, насыщает вашу музыкальную импровизацию. Может быть, это будет музыкальная мелодия какая-то вами придуманная, вами озвученная, вами с помощью варгана.
Вот такой, я сам вот этим временами занимаюсь, и какие-то находки, я их потом использую в импровизации. То есть вы нарабатываете некую базу звучащих, озвученных фонем, из которых можете, как из кубиков, составлять какие-то музыкальные мелодии, музыкальные импровизации. И это очень интересно. Некий такой музыкальный варганный конструктор получается. С точки зрения познания себя и варгана, это очень полезнейшее дело. Вот. А потом эти фонемы, озвученные, найденные вами, да, вы можете изображать в разных вариантах, используя технику дыхания. То есть вдох, выдох или отсутствие вдоха и выдоха. Это все будут разные оттенки музыкальные, обертональные. Вот. И третий еще момент, который вы можете использовать для того, чтобы разнообразить вашу игру, это различные, скажем, ритмические рисунки. Да? Ну вот если принять, что язычок варгана – это струна, то получается все движения пальцами, которые мы совершаем, вместе, вот, вызывая звук через струну, язычок варгана, это все будут так называемый бой. Да, вот как здесь из гитары сравнить. У гитары есть струны, несколько струн, и вы когда играете, вы используете разный бой. Там движение вверх-вниз, щипки какие-то дополнительные, там флажолеты, еще чего-то. Вот. И также на варгане вы можете использовать разные ритмические рисунки. Ну, например, допустим. То есть ритмический рисунок, дыхание и артикуляция. Богатейшая палитра получается. И, допустим, ну, для начала можете это все делать в медленном темпе. Важно, допустим, если вы осваиваете бой на варгане, ритмический рисунок, важно его понять, как он воспроизводится. Это так же, как в спорте, допустим, спортсмены для того, чтобы совершить определенные движения, они осмысливают его, пытаются понять, как оно может быть сделано, проявлено. Также здесь, то есть, допустим, какой-то, может быть, сложный ритмический рисунок, да, вам хочется освоить. Сперва берете и размышляете об этом рисунке. То есть пытаетесь понять, как это можно изобразить, какие движения пальцем. Там, на себя, от себя, еще как-то. Может быть, чередование одно к себе, два от себя. То есть вот разные. Вы понимаете механику движения. А когда вы понимаете механику движения, вы ее когда поняли, тогда она легко воспроизводима. Ваша рука, как чуткий инструмент, как продолжение вашего сердца, она проявит, воспроизведет то самое движение, которое вы осмыслили, поняли, как оно совершается, механику этого движения поняли. И для начала делайте в медленном темпе. Медленно, куда вам спешить? Вам самое главное освоить. Берете и медленно осваиваете. Медленно делаете движение, как в замедленном фильме, чтобы отработать его. И когда оно у вас отработано, когда у вас сознание отложилось, тогда вы уже можете ускорять. Ускоряете, и получается вообще какие-то, может быть, новые невообразимые оттенки одного и того же боя. То есть вот видите, сколько возможностей таит этот маленький инструмент. При вашем умелом подходе вы можете
весьма расширить и разнообразить вашу игру. Потому что вот в жизни, ну, каждого человека, взявшего варган, да, ну, можно назвать его варганистом, можно не называть варганистом, просто человек, взявший варган. Наигравшись вдоволь, да, и поизвлекая разные звуки, человеку всегда хочется чего-то нового, чего-то, может быть, более совершенного, какого-то вот более сложного рисунка, мелодичного. И тогда, когда это желание возникло, вы начинаете более глубоко работать с варганом. Вот этот поиск как бы фонем, звучащих, сочетания фонем красивых, может это будет несколько фонем, он, ну, по сути дела, сопровождает человека, взявшего варган, всю свою жизнь там, или долгое время, сколько он будет увлекаться варганом. Это очень интересно. Очень интересно исследовать возможности свои. Так же, как возможности своего голоса интересно. Также интересно, вот, как вот, в зависимости от перемены артикуляции будет меняться звук варгана. Так что дерзайте, пробуйте. Никаких канонов тут не существует, как жестких рамков. Варган – инструмент импровизации, прежде всего. Он интуитивный инструмент, и тем он прекрасен. Мне вот лично очень нравится варган именно тем, что он интуитивный. На нем можно интуитивно играть, нащупывать какие-то нужные звуки, тембры, оттенки, окраску, но разную. И вот, видите, допустим, небольшой я фрагмент вам привел в пример. Это все делалось чем? Артикуляцией, дыханием. То есть артикуляция, положение языка, там, прикосновение к небу или движение, вы прикоснулись к небу, допустим, там, ближе к корню языка, и вы постепенно перемещаете вперед к зубам, касаетесь или не касаетесь. Делаете купол ваше ртовое полностью. Делаете как купол такое звучание. Ищите, осваивайте, постигайте. Слушайте, допустим, в записях варган,
слушайте исполнителей разных, слушайте виртуозов, мастеров органа. Это тоже слушание записей помогает осваивать игру на органе, приемы какие-то. Очень интересно слушаешь какого-то исполнителя знаменитого, ну, например, там Роберта Заградинова, и пытаешься разгадать, как он вот эти звуки извлекал, каким приемом. Иногда, допустим, слышишь, какие-то фонемы он использовал, да, какие-то дополнительные призвуки. Или, допустим, якутских исполнителях берете, слушаете, вникаете и повторяете эти звуки, пытаетесь их извлечь. Это все в копилку вашего органного мастерства. Вот, допустим, буквы выписали, да, сначала, может быть, взять, вот, скажем, гласные буквы. Их проще изобразить, потому что они открытые, звучащие. И, кстати, вот есть же звук на органе открытый и закрытый. Открытый звук – это когда вы с дыханием производите его. А закрытый звук, когда дыхание не происходит. Или вы тихонечко дышите носом, но при этом звук не меняется. Это называется закрытый звук. Вот тоже можете чередовать открытый и закрытый звук. Ищите, опять же, сочетание букв ищите. Приходите к согласным. Согласные тоже могут звучать, говорить не так ярко, как гласные. Но тоже их можно использовать. Желаю вам успешного постижения органного мастерства. Желаю вам новых органных приемов. Я еще сниму несколько уроков об игре на органе. И об изготовлении органа я буду продолжать снимать видео. Как раз вот начинаю новую партию органов. И я решил сделать серию видео, чтобы человек мог вдохновиться и с нуля начать изготавливать орган. Благодарю вас за внимание. Не забудьте оценить это видео. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы первыми видеть новые видео, постигать новые темы. Вас ждет еще очень много интересного. Канал развивается, будет развиваться. Я буду наполнять его дальше и преподносить темы, озвученные в описании канала. Ваш сказитель, органист-импровизатор, мастер по изготовлению органов и прочее. Р. Сагатох Черонкин. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».